Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, дорогие друзья, сегодня, иншаллах, мы проведем с вами урок. В течение 15 минут мы научимся с вами правильному чтению коранического текста в оригинале. Первое правило, которого следует придерживаться, это находить в каждой букве каркас, неизменяемый каркас. Первая буква арабского алфавита – буква алиф. Неизменяемый каркас, сама палочка. Вторая буква, вот она, обратите внимание, пожалуйста. Точка снизу, буква Б. Неизменяемый каркас, количество точек и определенная часть этой буквы. Т. Две точки сверху. Неизменяемый каркас, количество точек над буквой. Третья буква. С. Добавляем одну точку. Каждое определенное количество букв в арабском алфавите они схожие. Следующие три буквы. Обратите внимание. Первый. Джим. Неизменяемый каркас. Точка под буквой и вот эта часть. Это называется неизменяемый каркас. Следующая буква. Убираем точку. Каркас остается, точка уходит. Звук Х. Третья буква. Добавляем точку сверху. Получается у нас первый твердый звук. Ха. Джим, Х, Ха. Следующие две буквы. Даль и Даль. Обратите внимание. Даль. Неизменяемый каркас. Сама буква. За ней следует буква Даль. Добавляем точку. Межзубный звук. Даль. Даль, Даль. Даль, Даль. Следующие у нас два звука. Две буквы. Ра. Неизменяемый каркас. Ра. И за ней следует звук зай. З. Зай. Добавляем точку. Зай. Четыре буквы. Даль, за, даль, ра, зай не имеют соединения с последующими буквами. Запомните это. Мы к этому вернемся. Следующие две буквы син, шин. Они очень схожи, как и другие буквы. Обратите внимание. Син. Неизменяемый каркас. Пожалуйста, на это обращайте внимание. За ней следует звук шин. Добавляем три точки. И получается у нас шин. Неизменяемый каркас схожи, но только с точками. Последующие четыре звука, они схожи в письме, но немножко отличаются друг от друга. Схожи в твердости, все они твердые. И поэтому эти четыре твердых звука пишем вместе. Обратите внимание. Сад. Твердый звук. Сад. Неизменяемый каркас. За ней следует дад. Добавляем точку. Дад. Последующие два звука, две буквы тоже схожие. Обратите внимание. Та. Как бы две капли. Каплеобразное письмо. Сад, дад и та. Но у та есть палочка. Звук та. Твердые звуки. Неизменяемый каркас. За ней следует за. Неизменяемый каркас. Добавляем точку, она сама. В любом случае они не меняются. Последующие две буквы гортанные. Обратите внимание. Как бы перевернутые цифра 3.
Айн. Неизменяемый каркас. Вот она. Айн. Гортанный звук. Айн. За ней следует звук гайн. Гайн. Добавляем точку. Неизменяемый каркас. Где бы она ни находилась в слове, она будет так выглядеть. К этому мы вернемся. Гайн. Буквы каф и фа. Обратите внимание. Каф. Две точки над буквой. Неизменяемый каркас. Каф. Твердый звук. За ней следует фа. Неизменяемый каркас. Что означает неизменяемый каркас? Независимо нахождения этого звука в слове, она будет можно различать по этому неизменяемому каркасу. У буквы каф две точки, у буквы фа одна точка. Само происхождение точек стало причиной распространения ислама и принятия ислама не мусульманами. И были придуманы эти точки для облегчения правильного произношения коранического текста. За этими буквами следует каф и лам. Каф. Каф – мягкий звук. Неизменяемый каркас у этого звука. Вот она. К этой букве мы вернемся. Лам. Они схожи, обратите внимание. Отсутствием вот этого знака. Лам. Мягкий звук. Лам. Не лям. Лам. 6 следующих букв. Мим. Неизменяемый каркас. Нун. Неизменяемый каркас. Одна точка над строкой. У буквы Б было под строкой. Этими можно различать друг от друга. Нун. Следующая буква. Ха. Неизменяемый каркас. Ха. Гортанный звук. Идем дальше. Вау. Неизменяемый каркас. Буква вау после себя соединения не имеет. Вау. Идем дальше. Хамза. Неизменяемый каркас. Звук хамза подчиняется огласовкам. Запомните это правило. Хамза. И последний звук у нас буква Я. Обратите внимание. Буква Я. Неизменяемый каркас. Количество точек под строкой. Количество точек под строкой. Две точки под строкой и звук Я. У нас 3 основных огласовки. То, что мы написали, это название букв. При произношении название букв не используется. Итак, первая огласовка. Если над строкой черточка, у мягких звуках она будет звучать Б, снизу черточка. И, Би, над строкой. Бу. Итого получается Б, Би, Бу. Та, Ти, Ту. Са, Си, Су. Джа, Джи, Джу. Дорогие друзья, мы начинаем с вами практиковать то, что прошли на коранических словах. Буква хамза пишется над алифом, вау, буквой вау, или я, или под ними, или на строке. Итак, хамза, за, нун. А-зи-на. Азина. 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 Следующее слово. Сразу находим каркас, неизменяемый каркас, который мы проходили. Вот она и вот она. Последняя буква айн. Обращайте внимание, айн. Она в кораническом тексте всегда будет
середина заштрихована. Айн. Добавляем огласовки. Джа, ма, а. Или, прочитайте, джу, ми, а. Джу, ми, а. Идем дальше. Каркас. Находим каркас неизменяемый. Каф. Каф название буквы. Добавляем ка. Это у нас алиф. Запомните, пожалуйста. Алиф подчиняется впереди стоящей букве в твердости и мягкости. Каля. Лам неизменяемый каркас и фатха. Ла. Ка. Ла. Идем дальше. Айн. Неизменяемый каркас. А. Лам. Неизменяемый каркас. Ла. Каф. Неизменяемый каркас. Ка. Две точки. У какой буквы был у нас сверху? Та. Значит, это буква та. Ту. Алякату. 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 Следующее слово. Обратите внимание. Неизменяемый каркас. Добавляем огласовки. Неизменяемый. Ха. Лам. Ли. Ху. Ли. Ка. Хулика. Существуют некоторые знаки для обозначения удвоения в арабском языке и в кораническом тексте. Обратите внимание. Если над буквой стоит такой знак, как бы лежащая цифра 3, значит мы удваиваем звук. Как получается? Аззина. Меняем огласовку, получается у нас аззана. Аззана. Например, джумиа. Добавляем удвоение джуммиа. 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 Мы прошли словами три огласовки. А и у. Есть другие огласовки. Ан, ин, ун. Но они всегда находятся в конце слова. Если у нас это фатха а, то добавляем, получается ан. Ан. Ка, лан. Халя, кан. Если под, получается ин. Нин. Лин. Кин. Но они всегда находятся в конце слова, над последней или под последним звуком. И ун, вот ун. Ун. Танвин – обозначение неопределенной форме существительного. Правило удлинения и сукун. Первое. Правило удлинения. У нас три огласовки мы сказали. Фатха, а, и, у. Если после огласовки фатха стоит алиф, значит два раза удлиняем. Например, каля, каля, и. После нее стоит, если я, два раза удлиняем. Киля, киля. Дамма. Если после нее стоит вав, то удлиняем два раза. Слово куну. Куну. Два раза удлиняем. Сукун. Обозначает окончание слога в слове. Например, кау, лун, кау, лун. Обратите внимание, находим сразу каркас. Ва, са, ла, удлинение, сала, мун. Полная буква. А, ла. Теперь обратите внимание, вот это у нас называется артикль, определяющий артикль, который прикрепляется только к существительным в арабском языке, только к существительным. Если над буквой лям стоит огласовка сукун, при слитном чтении мы его читаем. И аляль,
мурсалин. Если ее нету, означает, что следующая буква будет с удвоением. Обязательно. Другого варианта не существует. Практикуем на первых двух аятах сура Аль-Фатиха. Обратите внимание. Бисмиллахир-рахманир-рахим. При остановке уходит огласовка. Аль-хамду лиллахи раббил аламин. Дорогие друзья, уважаемые зрители, на этом мы с вами прощаемся. Изучайте Коран, живите Кораном. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.